Сейчас такое даже сложно представить. Частные дома, люди, идущие с коромыслами, покосившиеся заборы, лошади в сараях. Раньше вся площадь, которую ныне мы представляем визитной карточкой Башкортостана, была просто застроена домами частного сектора. Дома, вот эта площадь, вот где стоим, вот тут дома стояли. Прямо двухэтажный, одноэтажный дом. Вдоль 35-й школы улица Вавилова, там Гафури, тогда еще Вавилова была, она параллельно Гафури шла. Тоже дома стояли. После принятия решения об установке памятника Салавату Юлаеву дома начали сносить, а людей расселять неподалеку от телецентра. Возмущенные уфимцы даже писали жалобы, но в то же время многие хотели поскорее увидеть статую, о которой было так много разговоров. Привезли на Сафроновскую пристань, положили на склад. И Сосланбек Тавасиев, чуть ли лично, как Юрий Викторович Ергин это писал, ходил там, высверливал дырочки, чтобы когда вода, паводок поднимался, чтобы скульптура просто не проржавела. В итоге дома снесли, площадь расчистили и начали привозить детали будущего памятника. Марс Мамаев, будучи 6-летним мальчишкой, застал тот момент, когда части монумента разместили в небольшом строении неподалеку от телецентра. Там лежали и сабли, и кнут, и даже голова всадника. Сарай тут же стал центром притяжения местной ребятни. Дыра была. Видимо, кто-то сломал, не я первый был. Ну и мы по нему ходили, лазили. Голова очень большая была, мне как показалось. Вот остальные части тоже. То есть весь он был разобранный. Очень интересно было. Мы не раз ведь лазили. Он долго, если не полгода, ну очень долго он в этом сарае был, и мы регулярно лазили. Установке памятника предшествовала долгая писанина. Несколько десятков документов, писем и записок хранятся в Национальном музее Башкортостана. Вот второе постановление Совнаркома Башкирской ССР уже за 43 год о сооружении памятника Салавату Юлаеву в городе Уфе. Пожалуй, самый главный вопрос был, где установить монумент. Были предложения установить его рядом с парком Матросовым, также в середине улицы Ленина и в других местах. Но здесь, я бы сказал, что решающее слово осталось за Сосланбеком Дафаевичем Тавасиевым, который именно очень точно угадал это место, видимо, увидел его и указал место, где должен стоять памятник. Итак, 17 ноября 1967 года. В Уфе настоящий праздник. Люди нескончаемым потоком с флагами и транспарантами идут по одной из главных улиц столицы. Торжественные речи, улыбки и цветы. Памятник Салавату Юлаеву открывали с размахом. Памятник Салавату Юлаеву самый большой и тяжелый в Европе. Его высота достигает 10 метров при весе в 40 тонн. К примеру, медный всадник из Петербурга весит всего 8 тонн, а высота составляет 6 метров. Не сравняться с Салаватом Юлаевым и памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади и даже Карлу Великому во Франции. Высота скульптур составляет по 6 метров. Скульптура Тавасиева получилась очень динамичной. Складывается такое ощущение, что конь чуть осел на задние ноги перед тем, как пуститься вскачь. А его седок, подняв руку с нагайкой, призывает народ последовать за собой. Памятник Салавату Юлаеву установили здесь 50 лет назад. За это время статуя могла сползти с возвышенности из-за оползневых процессов. Но в 2000 году строители произвели здесь капитальный ремонт и укрепили вот этот холм, на котором он находится. И сейчас, по всем прогнозам, памятник простоит еще 100 лет. Монумент со дня установки стал пользоваться большой популярностью не только у уфимцев, но и у гостей Башкортостана. Для Альбины Дьяконовой фотография дедушки и бабушки у памятника Салавату Юлаеву стала семейной реликвией. Карточка сделана несколько десятилетий назад, вскоре после открытия монумента. Глядя на эту фотографию, ассоциируется с тем, что возможно все. Потому что и сам памятник достаточно величественный. И моя бабушка с дедушкой, они достигли очень больших высот, имея минимум возможностей. Сейчас памятник Салавату Юлаеву – одно из самых популярных мест для посещения среди гостей столицы Башкортостана и для прогулок и встреч среди самих уфимцев. Выпускники школ приходят к памятнику встречать рассвет, а молодожены проводят здесь свадебные фотосессии. А еще он неотъемлемая часть герба Башкортостана. Впрочем, за прошедшие полвека для жителей республики этот узнаваемый силуэт успел стать не только государственным, но и глубоко личным символом. Тимур Давлетов, Тимур Абсалямов, Наталья Ярина, Валерий Ковалесян, Азамат Сайфуллин. Столичные новости.